В абсолютно секретной обстановке готовился план под условным кодовым названием «Миграция». План частичного переселения чеченцев в другие регионы страны. Материалы следствия по делу о ГКЧП. На первоначальном этапе этой новой предстоящей депортации чеченцев планировалось выселить около 70% нелояльного населения Чечено-Ингушской республики. Однозначно и то, что в скором времени следом поехали бы и оставшиеся 30% лояльного населения. Естественно, что для многострадальной нации были уготованы очередной геноцид, русификация и ассимиляция. Безусловно и то, что уже тогда мыслилось осуществление всей операции именно вооруженно-насильственным путем, с массированным вовлечением вооруженных сил Министерства обороны СССР. Идеологическую же подготовку задуманному начали еще в конце 90-го года со множества статей в различных средствах массовой информации, но с одним и тем же почерком и на одну и ту же тему – о засилии чеченской мафии, вооруженных группировок, террористов и бандитов. Наверняка нечто похожее было бы сформулировано для оправдания депортации в случае реализации этих замыслов. Данный план начал свое осуществление в конце июля-начале августа 1991 года, как раз накануне августовского путча ГКЧП. В республику нагнали несколько сот КАМАЗов-длинномерок и несколько десятков тысяч солдат десантных и других элитных частей советской армии, расквартировавшихся почти во всех населенных пунктах, якобы для организации помощи в сборе урожая сельхозпродуктов. С 1944 года республика не видела такого количества грузовиков и такого количества солдат. Все чего-то ждали. Видимо, заключительную часть плана, эта погрузка людей и их транспортировка, намечалось совершить после успешного осуществления путча. О депортации был извещен шифротелеграммой только лишь Завгаев. 19 августа он документально подтвердил свою поддержку ГКЧП. Видимо, уж очень высокое рвение оправдаться за прошлогодний проступок или выслужиться перед верхами подвело его на этот раз. Провалом путча Завгаеву был подписан безоговорочный приговор. Осеннее нашествие в Грозный августовских героев Хасбулатова, Рудского, Бурбулиса, Полторанина и других привело к самороспуску Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики и официальной отставке Завгаева со всех постов. Легитимность и необратимость этих актов, очевидно, ни у кого не должна была вызывать сомнения. Таким образом, развенчивается еще один довольно устойчивый миф, что Дудаев сверг законное правительство Завгаева. Без политической воли Москвы, без нажима центра этого бы так просто не произошло.